24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Каждый день у нас возникает вопрос. Человек не знает, сразу спроси Google. Там лайфхак есть, модное слово. Коран – это речь живого к живым. Важный момент. Аллаху хай. Аллах живой. И Он нас создал, и мы живые. И речь Его живая. И эта речь, она уникальна. И поэтому в этой речи, когда мы ее читаем, она обращена к каждому из нас, как к человеку живому, который живет сегодня, здесь, сейчас. Кто-то может подумать, я буду читать Коран, это заберет у меня время. Я не успею то, не успею это. Но на самом деле, сколько ты выделишь время на Коран, сколько ты будешь читать, столько тебе Всевышний даст благодати. Не модное слово, но Он тебе даст самореализоваться в той сфере, в которой ты хочешь реализовать себя сегодня. Не выделишь, не будешь успевать все время. Тебе не будет клеиться. Ты сам не поймешь, как прошел день и на что ты его потратил. И тот, кто пробует это, он понимает, о чем я. Тот, кто не пробует, пусть попробует и удостоверится в этом. Братья и сестры, человек – уникальное творение Всевышнего, который приходит на этот свет. Это каждый из нас. Он уникален. Он словно семя, которое произошло из земли, и вот оно пробилось. И появился зеленый росток, и вот он вырос, потянулся вверх. И вот этот росток стал стволом, деревом, пустил ветки. Время от времени болея, выздоравливая, желтея, зеленея. И вот это дерево дало плоды. Плоды дало семена, из которых произрастут другие будущие ростки. И такова жизнь. Во всем, что сотворил Всевышний, есть знамение для нас самих же, чтобы мы размышляли, как это Он подчеркивает неоднократно в своей книге. «Вафил арды аятин лиль мукинин». На земле есть знамения для людей убежденных. «Вафи анфусикум афаля тубсирун». А также в вас самих, неужели вы не видите? Для чего? Для чего это все? Для чего этот путь? Для чего это все? Чтобы мы задумывались, афаля тубсирун, размышляли, росли телом, душой. Так человек идет по своему жизненному пути. Словно странник, перемещающийся от точки к точке, от станции к станции, как это заповедал, опять же, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Кун фид дуня каэннака гариб». Путь в этой жизни, словно ты странник или путник. «Ау абири сабиль». И человек проходит множество испытаний на каждой остановке. У каждого свое испытание. Кто деньгами, богатством, кто бедностью, лишениями, кто болезнью, кто властью, влиянием. У всех по-разному. И эти подъемы и спуски есть. Но каждый подъем и спуск на этом жизненном пути странника лишь, на самом деле, лишь для чего? Для того, чтобы он очистился душой и телом. Что бы это ни было, переосмыслял, и это постоянный на самом деле процесс. Хатта ятихи лякин, пока он не встретит смерть, да? Переосмыслял, смотрел на вещи по-другому, перезагружался, как это мы иногда делаем с компьютером, да? Когда он зависает. Приблизился к своему Господу, познал Его, почувствовал Его, полюбил Его.
чтобы он пришел к нему. А сделать это мы сможем, если изберем для себя. Сделать мы это сможем, о мусульмане, о люди, лишь если изберем для себя путеводителем кладезь мудрости, практических советов, рекомендаций. То есть изберем для себя руководством Коран, потому что он творец этого. Как и любой предмет, любой телефон, есть инструкция. А Всевышний создал это, и он дал нам инструкцию. Эта инструкция есть Коран, в котором есть на самом деле все ответы. А ведь в жизни, в нашем жизненном пути, который есть основная магистраль, есть ответвления, есть переулки, перекрестки, мы всегда нуждаемся в этих практических советах. Всегда нуждаемся в рекомендациях. Всегда, чтобы не заблудиться в этих лабиринтах, чтобы принять правильное решение. И это правильное решение всегда кроется в его книге. И самое главное, в этой жизни, что бы ни было, какой бы ни результат ни был, на самом деле это его довольство. И если мы будем руководствоваться этим принципом, в первую очередь довольство его, то поверьте, все у нас в жизни будет складываться как пазл, само собой. И как всегда, наилучшим образом, и все вокруг будут довольны нами. Если же наоборот, будем ставить в приоритет довольство кого-то, чего-то, окружающих, и на второй план довольство Всевышнего будет совершенно наоборот, как об этом говорил посланник Аллаха. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, если мы не знаем, как поступить в этой жизни, в той или иной ситуации, а их всегда уйма таких ситуаций, 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году, каждый день у нас возникает вопрос, как поступить в этом случае, как поступить так, а как поступить там. А ведь сегодня модно, на самом деле, искать ответы где? Что-то человек не знает. Что сразу? Спроси Google. Google Amjad Ansor. Спроси Google, да? Или а какой там лайфхак есть, модное слово. Знаете, интересно. А там я услышал поучительный ролик. Уджа, там такой поучительный ролик, надо взглянуть. Это все хорошо. Но основа основ что? Братья, самый главный лайфхак для нашей жизни, на любой случай, это его книга, его слова. Я про наше отношение, индивидуальное отношение каждого к этому источнику, к этой книге. Мы в современном мире утеряли это. Зачастую мы относимся к Корану немножко по-другому. Словно это какой-то исторический источник. Да, у него есть история. Да, он не спасался в течение 23 лет. Мунаджаман частями, да, пророку Мухаммаду, в зависимости от обстоятельств. Это все верно. Но я же говорю про другое. Про наши отношения сегодня, сейчас, здесь, к этой книге. Поскольку Коран – это дух от него, поскольку Коран – это свет, поскольку Коран – это путеводитель. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Таким же образом мы внушили тебе в откровении дух, то есть Коран, из нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера, но мы сделали его светом, посредством которого мы ведем прямым путем того из наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь. И, как я уже подчеркнул, вопросов всегда уйма, сомнений всегда уйма, у всех.
Причем в самых разных случаях. Это, как правило, что, если обобщать, я всегда говорю, 3 кита. Деньги, женщины и что? Власть. И это на самом деле самая великая фитна, о которой говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы говорим про жизненные ситуации, жениться или не жениться, развестись или не развестись, наказать жену или нет, уйти от него или нет, работать с ним или нет, он меня кинул, как мне поступить, отомстить или простить, в Крыму убивают, сажают, что мне делать? Мое отношение. В Палестине убивают, мое отношение, что мне делать? А если душа живая, она же постоянно мучается, страдает, ищет ответы на все это. Если живая, если, конечно, безразлично все, человек аморфный, то пиши пропало. То есть это совершенно другая ситуация. Так вот, братья, если мы с чистой душой каждый день будем открывать книгу Всевышнего, которая вот здесь на полках, и читать ее, настроившись на то, чтобы найти ответ, то мы обязательно найдем этот ответ. Поверьте. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, лишь Его восхваляем. Лишь Его мы просим о помощи. Лишь на Него мы надеемся, уповаем. Лишь Ему мы поклоняемся. Кого Аллах наставил на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. Кого Он ввел в заблуждение, того уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного лишь единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, апостол. Итак, дорогие братья и сестры, я сегодня про наше отношение к Корану. Еще раз подчеркиваю, Коран – это речь живого к живым. Важный момент. Аллаху хай, Аллах живой. И Он нас создал, и мы живые. И речь Его живая. И эта речь, она уникальна сама по себе. И поэтому в этой речи, когда мы ее читаем, она обращена к каждому из нас, как к человеку живому, который живет сегодня, здесь, сейчас. Мы обязательно найдем ответ. Мы должны искать и найдем этот ответ. Как это делали первые мусульмане, первые поколения, как это делали праведные предшественники. Они посредством него боролись. Уджахид бихи джихадан кабира. Они посредством него лечились. Они его изучали, читали. Коран – это история, как это модно опять же говорить, да? История успеха. Как это заповедали, опять же, праведные предшественники. Кто-то может подумать, я буду читать Коран, это заберет у меня время. Я не успею то, не успею это. Но на самом деле, сколько ты выделишь время на Коран, сколько ты будешь читать, столько тебе Всевышний даст благодати. Не модное слово, но Он тебе даст самореализоваться в той сфере, в которой ты хочешь реализовать себя сегодня. Не выделишь, не будешь успевать все время. Тебе не будет клеиться. Ты сам не поймешь, как прошел день и на что ты его потратил. И тот, кто пробует это, то он понимает, о чем я. Тот, кто не пробует, пусть попробует и удостоверится в этом. Я про то, что, мои дорогие братья, на любой сложный вопрос в своей жизни мы, несомненно, найдем ответ в Коране.
Мы, несомненно, найдем, как я уже подчеркнул, лучший ответ. Смотрите, всегда есть опции в любой ситуации, в любом сложном решении. Можно сделать что-то плохо, удовлетворительно, что будет приемлемо. Можно сделать что-то хорошо, можно сделать на отлично, можно сделать на отлично, на прекрасно. Так вот, Коран, я специально эту градацию сейчас вам на нее указываю. Так вот, Коран указывает всегда на самое прекрасное, на самое лучшее, как это говорит Всевышний, обобщая. «Инна хазал Кур'ана яхди лиллати хия аквам». Поистине этот Коран указывает, и Всевышний обобщает, хия лати, на то, что самое правильное, самое верное. Но для этого стоит лишь устремиться к нему одному, всем сердцем, всем душой, всей душой. Опять же, как это говорил посланник Аллаха в священном хадисе, если человек приближается к Господу пешком, Всевышний бежит к нему, да, и так далее. Вы все прекрасно знаете этот хадис. В Коране нет такого вопроса, который бы не был затронут. Опять же, как и об этом сказал Всевышний. И вот мы привели в этом Коране для людей притчу, любую притчу. В Коране есть исцеление от любой болезни, в широком смысле этого слова. «О люди, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور». О люди, к вам пришло наставление от вашего Господа и исцеление того, что в вашей груди. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. И милость для верующих. В другом аяте Всевышний говорит: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. И мы ниспослаем через Коран то, что является исцелением и милостью для верующих. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. А несправедливым он прибавляет лишь убыток. Опять же, исцеление Всевышний обобщает. Исцеление – это любой недуг, любая ошибка, любой грех. Братья, ищите свои ответы на любые вопросы в первую очередь в великой книге Всевышнего, в руководстве, которое Он нам дал.